Знаете, бывают в жизни моменты, когда время словно останавливается, и ты понимаешь, вот она, точка, после которой все изменится навсегда. У меня такой момент случился 10 лет назад, 7 сентября 2015 года, когда я пошел проверять свой яблоневый сад после ночной грозы. Меня зовут Григорий Петрович Казанцев, мне сейчас 72 года. Всю жизнь прожил в деревне Березовка Тульской области, в доме, который построил еще мой дед. Здесь же встретил свою Валентину Ивановну. Здесь вырастил двух сыновей, Сергея и Алексея. Здесь же и похоронил жену 10 лет назад, когда ей было всего 59. Рак. Проклятая болезнь забрала ее за полгода, и я остался один в этом большом доме, где каждая вещь напоминала о ней. Сыновья мои после армии укатили в Москву и там осели. Сергей в банке работает, управляющим каким-то. Алексей в компьютерной фирме, программистом трудится. Семьи завели, квартиры купили, жизнь устроили. Звонят раз в месяц, на праздники приезжают, но все реже. Понимаю их, молодым в деревне делать нечего, тут жизнь другая, медленная. А они привыкли к городскому темпу, к суете, к возможностям. Остался я один, с садом. 20 соток яблонь, Антоновка, Белый налив, Грушевка, Анис. Некоторые деревья еще отец мой сажал, когда я мальчишкой был. Сад — это моя гордость и моя боль одновременно. Гордость, потому что нет в округе яблок слаще моих. Боль, потому что некому передать это дело. Сыновья городом увлеклись, внуков у меня нет, а руки уже не те, что прежде. После смерти Валентины я совсем замкнулся. Целыми днями в саду пропадал, с людьми почти не общался. Только с Ниной Степановной Морозовой, соседкой своей, изредка перекидывался парой слов. Она тоже вдова. Ее Петр Михайлович на год раньше моей Валентины ушел. Сердце не выдержало. Но Нина Степановна женщина крепкая, жизнерадостная. Внуков в городе имеет, часто к ней приезжают. А я просто доживал свой век, как осенний лист на ветке. Висит, но уже знает, что скоро упадет. Но жизнь, она ведь штука мудрая. Когда кажется, что все кончено, что смысл потерян, и остается только ждать конца, она преподносит такой сюрприз, что переворачивает все с ног на голову. Вот и мне преподнесла. Тем утром я встал, как обычно, в 5:30. Привычка всей жизни — с рассветом на ноги. Умылся холодной водой из рукомойника на кухне, поставил чайник на газовую плиту. У нас в Березовке газ провели еще в 90-е. Это большая редкость для такой глухомани. Заварил крепкого чая в голубой чашке Валентины с розочками, ее любимой. Сыновья смеялись всегда. «Что ты, отец, как баба, из маминой чашки пьешь?» А я не мог объяснить тогда и не могу сейчас. Просто так ближе к ней себя чувствую, как будто она рядом сидит. Выпил чаю, надел старые рабочие брюки и клетчатую рубашку, которую Валентина еще сшила, взял плетеную корзину и пошел в сад. Ночью была гроза с градом. Надо было посмотреть, не пострадали ли яблони. Особенно волновался за молодые саженцы, которые только 2-й год плодоносили. Утро выдалось тихим, туманным. Воздух после дождя пах свежестью и яблоками. Трава была мокрая от росы, под ногами хлюпала. Красота необыкновенная, такая, что сердце щемит от любви к этой земле. В такие моменты я понимал, почему не могу уехать отсюда, почему сыновья не понимают меня.
Они в городе родились, а я здесь, в этой деревне, среди этих полей и лесов. Это моя земля, моя кровь, моя душа. Дошел до первого ряда, начал осматривать деревья. Град, слава богу, был не очень сильный, повреждения незначительные. Несколько веток надо было подвязать, где-то подпорки поставить. Работа привычная, руки сами знали, что делать. Я ведь с детства в этом саду, отец меня всему научил. «Григорий», — говорил он, — «земля не обманывает. Что в нее вложишь, то и получишь. Только любить ее надо и понимать». Понимал я свою землю, чувствовал каждое дерево, каждую веточку. Знал, где какой сорт лучше приживается, когда поливать, когда обрезать, как от вредителей защищать. Сад был моей жизнью, моей работой, моей радостью и моей печалью одновременно. Радостью, когда весной деревья цвели, когда осенью урожай собирал. Печалью, потому что некому было передать эти знания, некому было оставить это богатство. Обошел первый ряд, второй, дошел до третьего. Здесь росли мои любимые антоновки, старые деревья, которые помнили еще деда моего. Плоды на них всегда были крупные, сочные, с той кислинкой, которая делает яблоки особенно вкусными. Под четвертой яблоней в ряду я и услышал тихий плач. Сначала подумал, кошка какая-то котят принесла. У нас в деревне бродячих кошек много, они часто в садах укрываются. Но звук был необычный, не кошачий, человеческий, детский. Подошел ближе, раздвинул высокую траву и обмер. Под деревом, завернутый в старое байковое одеяло, лежал младенец. Совсем маленький, красный от плача. Мальчик. Ручки его торчали из одеяла, ножки дрыгались, ротик был широко открыт, и он плакал так жалобно, так отчаянно, что сердце мое сжалось от жалости. Руки у меня затряслись, когда я наклонился и осторожно взял его на руки. Господи, Боже мой, думаю, откуда ребенок в моем саду? Кто его сюда принес? Почему бросил? Младенец был совсем легонький, теплый, но мокрый и грязный. Видно было, что лежит тут уже не первый час. А может, и всю ночь пролежал под дождем и градом. Как же он выжил? Как не замерз, не заболел? Прижал его к груди, и он немного успокоился. Перестал плакать, только всхлипывал тихонько. Смотрит на меня серыми глазками, как будто понимает, вот он, человек, который спасет. И в эту минуту что-то во мне переменилось. Что-то, что спало 10 лет. С момента смерти Валентины вдруг проснулось и заныло. Оглянулся вокруг. Никого. Кричать стал. «Эй, есть тут кто?» Потерял кто ребенка? Тишина. Только ветер в листьях шумит, да где-то вдалеке петух поет. Понял, подкинули. Специально принесли в мой сад и оставили. Но почему именно ко мне? Почему именно под эту яблоню? Может, судьба? Может, Валентина моя с того света привела его ко мне? Младенец снова заплакал, видно, голодный и замерзший. Надо было что-то делать, а я стоял и думал, что же это такое? Мне 71 год, я старый, больной, одинокий. Что я с ребенком делать буду? Как ухаживать? Чем кормить? Но тут же другая мысль пришла. А как же его бросить? Живого человечка. Беззащитного, который на меня смотрит и доверяет. Нет, не могу. Не смогу на себе такой грех взять. «Ладно, малыш», — говорю ему тихо,
Пойдем домой. Там разберемся, что к чему. Понес его к дому. Иду, а сам думаю, вот наша жизнь-то как закрутилась. Только что был одинокий старик, а теперь вдруг с младенцем на руках. И странное дело, страшно, но в то же время радостно. Как будто смысл какой-то появился, цель. Дома положил его на диван в кухне, где теплее всего. Развернул одеяло, а там распашонка грязная, пеленки мокрые. Переодеть не во что. Где у меня детская одежда? Запеленал в чистое кухонное полотенце, а сам думаю, что дальше делать? Вспомнил про Нину Степановну. Она женщина опытная, внуков воспитывает, поможет советом. К тому же у нее и козье молоко есть, и пеленки найдутся. Внуки часто приезжают, всякие вещи оставляют. Взял младенца на руки и пошел к соседке. Нина Степановна как раз во дворе была, кур кормила. Увидела меня с ребенком, вскрикнула. «Господи, Боже мой, Григорий Петрович, да что это такое? Откуда дитё?» «В саду нашел бы, говорю. Под яблоней. Подкинули кто-то. Она младенца у меня взяла, развернула полотенце, осмотрела. Да он же совсем крошечный. Ахает. Дня 2-3 от роду, не больше. И весь мокрый, грязный. Замерз, наверное. Бедняжка. Надо срочно накормить и согреть. Пошли к ней в дом. Нина Степановна козья. Молоко подогрела, в бутылочку детскую налила. У нее все есть, хозяйственная женщина. Младенец к соске присосался жадно. Видно, очень голодный был. А я стоял рядом, смотрел и чувствовал, как сердце мое оттаивает, как что-то важное, что долго спало, просыпается. «Григорий Петрович», — говорит Нина Степановна, когда ребенок поел и заснул, — «а что думаете делать?» «Не знаю», — отвечаю честно. «В органы опеки сообщить надо бы, наверное. Пусть разбираются. А если родителей не найдут? В детдом отдадут». Молчу. А в голове каша какая-то. С одной стороны, понимаю, что я с младенцем делать буду. Мне 71 год. Здоровье не ахти, сил уже не те, да и знаний нет. Как детей растить, чем кормить, как ухаживать. Своих-то сыновей больше Валентина воспитывала, я только работал. А с другой стороны, Господи, как он на меня смотрел там, в саду, такими доверчивыми глазками, как будто знал, вот он, человек, который не бросит, не предаст. И перестал плакать, как только я его взял. Значит, почувствовал что-то, понял? «Нина Степановна», спрашиваю, «а как вы считаете, что делать?» Она долго молчала, на спящего младенца смотрела. «Григорий Петрович», — говорит наконец, — «я вам правду скажу. После смерти Валентины Ивановны вы очень изменились. Потухли, замкнулись. Дом ваш пустой стал, жизни в нем нет. А этот малыш, может, это знак какой? Может, судьба вам шанс дает? Да что я понимаю в детях? А кто понимает сразу? Все учатся. И потом, не один же вы будете. Я помогу, соседи помогут. У нас в деревне народ добрый, ребенка не дадут в обиду. Сидели мы так, молчали. Младенец спал, посапывал тихонько. А я смотрел на него и думал, неужели это мой шанс? Неужели судьба мне подарок такой послала? Ребенка, которого можно любить, о котором можно заботиться, ради которого стоит жить. Вернулся домой уже вечером. Нина Степановна младенца накормила, перепеленала, в чистую одежду переодела. Я его на руки взял, а он на меня смотрит и улыбается.
Первый раз улыбается. Беззубой улыбкой такой. Ангельской. И тут я понял. Не отдам. Не смогу отдать в чужие руки этого малыша. Пусть трудно будет. Пусть не знаю ничего о детях, но попробую. Ради Валентины попробую. Она бы точно не бросила ребенка. Ради самого себя попробую, чтобы не зачихнуть от одиночества. «Ладно, малыш», — говорю ему, прижимая к груди, — «останешься со мной. Будем вместе учиться жить». А он как будто понял, ручками за мою рубашку ухватился и не отпускает. Держится крепко, доверчиво. И я понял, все, решено. Этот ребенок мой. Не по крови, а по сердцу, по любви. Так началась моя новая жизнь. Первую неделю я думал, что с ума сойду от бессилия и страха. Что я знал о младенцах? Ровным счетом ничего. Когда мои сыновья были маленькими, всем занималась Валентина. Я работал с утра до ночи. То в колхозе, то в своем саду, то дом строил. Приходил домой усталый, а жена уже детей накормила, искупала, спать уложила. Я только на ночь к ним заглядывал, поцелую в лобик и на боковую. А тут вдруг остался один на один с двухдневным младенцем, который каждые 2 часа требовал есть, каждые полчаса плакал от мокрых пеленок, а по ночам вообще спать не давал. Я не понимал, что он хочет, отчего плачет, правильно ли я его кормлю. Руки у меня трясутся от волнения, когда пеленки меняю. Вдруг сделаю больно. Вдруг неправильно запеленаю, и он задохнется? Нина Степановна, конечно, помогала. Каждое утро приходила, смотрела, как дела, учила меня азам ухода за ребенком. Показывала, как правильно держать при кормлении, как купать в тазике, как пеленки менять. Терпеливо объясняла, что плач бывает разный. Голодный, мокрый, болезненный, капризный. «Григорий Петрович», — говорила она, видя мое отчаяние, — «не переживайте так. Все молодые родители через это проходят и ничего, справляются». «Да какой я молодой родитель», — отвечал я. «Мне 71 год. В моем возрасте внуков нянчат, а не детей растят». Но растят это цифры. А любовь к ребенку не зависит от паспорта. Но самое страшное было по ночам. Малыш просыпался каждые 2-3 часа, плакал. Я вскакивал с кровати, бежал к нему. То молоко разогреть надо, то пеленки поменять, то просто на руках покачать. А утром надо было вставать рано, в сад идти. Яблоки сами себя поливать не будут. Помню одну особенно тяжелую ночь. Малыш плакал уже 3-й час подряд. Я и кормил его, и переодевал, и качал. Ничего не помогает. Голосок надрывный такой, жалобный. А я сижу в кресле, держу его на руках и чувствую, как слезы сами катятся по щекам. От бессилия, от усталости, от страха, что не справлюсь. «Господи!» — шепчу. «Что же делать? Может, я зря его взял? Может, в детдом отдать все-таки лучше? Там люди специально обученные, они знают, как с детьми обращаться». И тут вдруг малыш перестал плакать. Посмотрел на меня своими серыми глазками и улыбнулся. Первая осознанная улыбка. Ни газики, ни случайность, именно улыбка. Как будто понял, что я мучаюсь, и решил меня подбодрить. Сердце мое так и екнуло от радости, все усталость как рукой сняло, прижал его к груди и говорю: «Ну что ж ты, малыш, пугаешь старика? Думаешь, я тебя брошу?
Не дождешься. Теперь мы с тобой одна команда. С тех пор стало полегче. Не то чтобы малыш перестал плакать, или я вдруг стал понимать все его потребности, но что-то между нами наладилось. Связь какая-то появилась, понимание. Через 2 недели я решился позвонить сыновьям. Откладывал это, боялся их реакции. Знал ведь, что одобрять не будут. Но скрывать не мог. Все равно узнают. Деревня маленькая, новости быстро разлетаются. Первым позвонил Сергею. Он старший, рассудительный, может, поймет. «Сергей, — говорю, — тут случай один произошел. Нашел я в саду младенца. Подкинули кого-то, долгая пауза. Потом голос напряженный. И что дальше, папа? А дальше взял его к себе, воспитываю. Еще более долгая пауза. Потом взрыв. Папа, ты что, совсем рехнулся? Тебе 71 год, ты больной, одинокий, а тут младенец. Что ты с ним делать будешь? Растить буду, отвечаю спокойно. Каким образом? У тебя ни сил, ни здоровья, ни знаний. А если ребенок заболеет? А если с ним что-то случится? Ты за него ответственность несешь. Несу. Папа, послушай меня. Сдай ребенка в органы опеки. Пусть ему нормальную семью найдут, молодых родителей. А ты продавай дом и переезжай к нам в Москву. Квартиру тебе снимем. Устроим в хорошую больницу. Не нужно мне ничего этого. Перебиваю. Дом мой здесь, жизнь моя здесь, и ребенок теперь здесь. Но это же безумие. Что ты можешь ему дать? Деревенское детство без перспектив? Плохую школу? Никакого будущего? Любовь могу дать, заботу. Дом — это мало? Мало. В наше время этого мало. Нужно образование, связи, возможности развития. А образование получит. А связи и возможности — не в них счастье, сынок. Говорили мы еще долго. Сергей убеждал, уговаривал, даже ругался. Предлагал деньги, помощь, лечение. Но я стоял на своем. Ребенок остается со мной. Алексей отреагировал еще хуже. Он вообще сказал, что я старческим маразмом заболел и пора меня под опеку брать. «Папа, ты понимаешь, что делаешь?» — кричал он в трубку. «У тебя артрит, гипертония, сердце больное. А тут младенец, который круглосуточного ухода требует. Ты же умрешь от перенапряжения». «Не умру. Умрешь. И что тогда с ребенком будет? Опять сиротой станет?» «Не стану я умирать», — говорю твердо. «У меня теперь есть ради кого жить». После этих разговоров несколько дней ходил мрачнее тучи. Сыновья не поняли, не поддержали. Более того, они считали меня чуть ли не ненормальным. Может, они и правы? Может, я действительно поступаю неразумно? Но стоило мне взглянуть на малыша, как все сомнения исчезали. Он лежал в своей кроватке. Я старую детскую кроватку у соседей попросил. Они дали, у них внуки уже выросли. Смотрел на меня и улыбался. И в этой улыбке было столько доверия, столько любви, что сердце таяло. Имя ему я дал через месяц. Сначала звал просто малыш, сынок, дружок. Но хотелось дать настоящее имя, красивое, русское. Думал долго, перебирал разные варианты. И остановился на имени Данила. В честь Данилы Мастера из сказов Бажова. Тот тоже руками умел работать, красоту создавать. Может, и мой мальчик вырастет мастером каким-нибудь. Данила Григорьевич Казанцев. Красиво звучит.
К концу первого месяца я уже чувствовал себя увереннее. Научился понимать, когда Данилка голодный, когда мокрый, когда просто внимания хочет. Режим у нас установился свой. Встаем в 6 утра, я его кормлю, переодеваю, укладываю в коляску и везу в сад. Там он спит на свежем воздухе, а я работаю рядом. Потом домой, обед, сон. Вечером опять в сад или просто по двору гуляем. Нина Степановна восхищалась. «Григорий Петрович, да вы прирожденный нянька. Смотрите, как мальчик к вам привязался. И правда, Данилка меня узнавал. Улыбался, когда я к нему подходил. А если кто чужой брал на руки, сразу плакать начинал. Только ко мне и к Нине Степановне спокойно относился. Мы были его мир, его семья. Документы оформлять пришлось долго. Сначала в больницу ездил, медицинское заключение получал, что ребенок здоров. Потом в органы опеки заявление писал об установлении опекунства. Бюрократы, конечно, удивлялись. Дед в 71 год младенца усыновляет. Но документы были в порядке. Медицинское заключение хорошее, рекомендации от соседей положительные. Разрешили. Помню, как получил первое свидетельство. Временное удостоверение опекуна. Стою в коридоре районной администрации. Держу в руках эту бумажку и не верю. Неужели все официально? Неужели Данилка теперь официально мой внук? Домой ехал на автобусе и все улыбался. Пассажиры на меня косились. Что это дед такой радостный? А я думал, вот оно, второе рождение. В 71 год я стал отцом. Точнее, дедушкой. Но, по сути, отцом. К зиме Данилка уже хорошо держал головку, переворачивался, пытался сидеть. Я каждый его успех как праздник воспринимал. Первый переворот, первая попытка встать на четвереньки, первая агу — все казалось мне невероятным чудом. «Нина Степановна, — говорю соседке, — смотрите, как он ручками машет. Наверное, птичку увидел». «Григорий Петрович, — смеется она, — да вы прям как молодой папаша. Каждый чих у ребенка за достижение считаете». А я и не скрывал своего восторга. После 10 лет одиночества и тоски в доме снова появилась жизнь. Снова были планы, заботы, радости. Я просыпался утром не с мыслью «еще один день дожить», а с предвкушением. Что сегодня будет? Что нового покажет Данилка, чему научится? Зима выдалась суровая. Я боялся, что ребенок заболеет, простудится. Дом утеплил как мог, печку топил почти круглосуточно. В детской постоянно было тепло, но не жарко. Данилка рос крепким мальчиком. Болел редко, и то несерьезно. То насморк небольшой, то животик разболится. А я тем временем стремительно молодел душой. Нет, внешне я оставался тем же стариком. Седые волосы, морщины, больные суставы. Но внутри что-то изменилось. Кардинально. Появился смысл, цель, радость. Я снова чувствовал себя нужным, важным. От меня зависела жизнь маленького человека. Его счастье, его будущее. К весне Данилка уже сидел без поддержки, ползал по всему дому, пытался вставать, хватаясь за мебель. Дом пришлось срочно приспосабливать под ребенка. Углы закрыть, розетки заткнуть. Все опасное убрать повыше. Я как будто заново учился жить. Смотреть на мир глазами малыша. В саду наступила весна. Деревья зацвели.
Данилку в коляске возил между рядами, показывал ему яблоневый цвет. «Смотри, Данилка, — говорю, — какая красота! Это наши яблоньки цветут. Осенью будут яблочки. Вкусные-вкусные». Он внимательно слушал, рассматривал цветы, тянулся к ним ручками. Я держал его на руках, подносил к веткам, давал потрогать лепестки, мягкие, нежные, пахучие. «Вот здесь твоя жизнь будет», — шептал я ему, — «в этом саду, на этой земле. Будешь расти вместе с яблоньками, будешь их любить, как я люблю». Данилка улыбался, лепетал что-то свое, детское. А я понимал, он чувствует связь с этим местом, с этой землей. Это его дом, его корни. Первое слово он сказал в 8 месяцев. И это было не мама и не папа, а дядя. Так он меня называл. Нина Степановна расстроилась. Что же это такое, Григорий Петрович? Надо бы деда говорить или папа, а он дядя говорит. А мне было все равно, как он меня называет. Главное, что называет. Что узнает, что любит, что тянется ко мне ручками, когда я прихожу. Через месяц он освоил баба, так звал Нину Степановну. Потом появились Аф-Аф, собачка, Биби, машина, Ням-ням, есть хочу. Словарик рос, и вместе с ним росла моя гордость. Мой мальчик развивается, умнеет, становится настоящим человечком. К году Данилка уже ходил, держась за стенки, говорил 10-2 слов, понимал простые команды. Я радовался каждому его успеху, как будто сам заново учился жить. Соседи сначала покручивали пальцем у виска, дескать, что старый дурак делает. Но постепенно привыкли, а потом и одобрять стали. «Молодец, Григорий Петрович», — говорила Мария Васильевна из крайнего дома. «Доброе дело сделали. Дай Бог здоровья вам и малышу». «Видно, судьба так положила», — добавлял Иван Семенович участковый. «Ребенка спасли, себе радость принесли». И правда, радость была неописуемая. Каждый день с Данилкой был как маленький праздник. То он новое слово скажет, то по-новому улыбнется, то что-то смешное сделает. А вечерами я рассказывал ему сказки. Конечно, он еще мало что понимал, но слушал внимательно, серьезно. «Жил-был дед», — рассказываю, — «и была у него яблоня волшебная. Кто яблочко с этой яблони съест, тот счастливым станет». Данилка слушал, сосал палец, смотрел на меня доверчивыми глазками, а я думал, да разве это сказка? Разве не случилось со мной именно это? Нашел я под яблоней свое счастье. Маленькое, беспомощное, но настоящее. Так прошел первый год нашей совместной жизни. Трудный, но счастливый год. Год, который изменил меня до неузнаваемости. Из угрюмого, замкнутого старика я превратился в любящего деда, у которого есть смысл жизни и надежда на будущее. А впереди было еще много лет, много радостей и испытаний, много открытий и побед. Но это уже другая история. Когда Данилке исполнился год и 3 месяца, случилось первое серьезное испытание нашей с ним жизни. В начале ноября мальчик сильно простудился. Началось все безобидно. Небольшой насморк, покашливание. Я не придал особого значения, думал, обычная простуда сама пройдет.
Но через 2 дня температура поднялась до 39. Данилка лежал в кроватке, красный, горячий, плакал жалобно. Я метался по дому, не зная, что делать. Жаропонижающие давал, компрессы ставил, чаем с малиной поил. Не помогает. А температура все выше поднимается. «Нина Степановна!» — кричу соседке через забор. «Беда случилась!» Она прибежала сразу, взглянула на ребенка и побледнела. «Григорий Петрович, надо срочно к врачу ехать. Это не простуда, это что-то серьезное». Завернул Данилку в одеяло, посадил в машину и помчался в районную больницу. Дорога показалась бесконечной. Мальчик стонал у меня на руках, дышал тяжело, а я шептал молитвы и ругал себя за беспечность. Надо было раньше к врачу ехать, не ждать, пока хуже станет. В больнице нас сразу положили. Диагноз – двустороннее воспаление легких, пневмония. Врач, молодая женщина, строго сказала: «Дедушка, вы очень поздно обратились. Еще день-два, и могло быть поздно». Сердце мое оборвалось от этих слов. Я чуть не загубил своего мальчика. Чуть не потерял из-за своей глупости. В больнице мы пролежали 2 недели. Данилка лежал в кислородной палатке, а я дежурил рядом круглосуточно. Домой ехать не хотел, что если что-то случится. Нина Степановна еду приносила, белье чистое, поддерживала как могла. «Григорий Петрович», — говорила она, — «не казните себя так. С детьми всякое бывает. Главное, что вовремя спохватились. Но я себя прощать не мог». Ночами сидел рядом с кроваткой, слушал его затрудненное дыхание и думал, а вдруг не поправится, а вдруг я его потеряю. Как же я тогда жить буду? Зачем мне тогда эта жизнь? Только тогда я по-настоящему понял, как сильно привязался к мальчику. Он стал не просто ребенком, которого я воспитываю. Он стал смыслом моего существования, моей душой, моим сердцем. Без него я снова стал бы тем же угрюмым стариком, каким был до его появления. На 7-й день Данилка пошел на поправку. Температура спала, дыхание стало ровнее, появился аппетит. Я плакал от счастья, когда он в первый раз улыбнулся мне. «Дядя», — прошептал он слабеньким голоском, и это было для меня лучше любой музыки. Когда нас выписали, я дал себе клятву. Больше никогда не буду рисковать его здоровьем. При малейших признаках болезни сразу к врачу. Жизнь мальчика дороже всего на свете. Дома Данилка долго приходил в себя, восстанавливался. Был вялый, капризный, плохо ел, но постепенно силы возвращались. А я стал еще более внимательным, еще более заботливым. Каждый его чих, каждый кашель воспринимал как сигнал тревоги. Нина Степановна смеялась. «Григорий Петрович, да вы же ребенка в стеклянный колпак упрячете от переживаний. Дети должны болеть, иммунитет вырабатывать. Может, и права была, но я не мог иначе». Страх потерять Данилку сидел во мне крепко. К 1,5 годам мальчик уже хорошо ходил, говорил простыми предложениями, понимал все, что ему говоришь, стал настоящим исследователем. Везде лазил, все трогал, все изучал. Дом пришлось переоборудовать еще раз. Все острые углы обить, все опасное убрать. Особенно он полюбил сад. Как только я шел туда работать, он сразу просился с собой. Я брал его на руки или сажал в коляску и возил между рядами яблонь.
Данилка внимательно наблюдал, как я работаю, пытался помогать, подавал веточки, собирал листья. «Яблоки», — говорил он, показывая на плоды. «Правильно, яблоки», — радовался я. «Наши яблоки, Данилкины яблоки». Он быстро запомнил названия сортов. Антоновка, Белый налив, Грушевка. Конечно, произносил коряво, но я понимал. А главное, он чувствовал сад, любил его. Это была его земля, его дом. Зимними вечерами мы сидели на кухне, я чинил инструмент или читал газету, а Данилка играл на полу с игрушками. Иногда он подползал ко мне, забирался на колени. «Дядя, сказку!» — просил он. И я рассказывал ему сказки. Про колобка, про курочку Рябу, про репку. А потом стал придумывать свои сказки. Про яблоньку, которая дарила людям счастье. Про деда, который нашел в саду волшебного мальчика. Про добрую фею в лице бабы Нины. Данилка слушал, затаив дыхание, серьезно кивал головой. А я смотрел на него и думал, неужели это все не сон? Неужели в моем доме снова звучит детский смех? Снова кипит жизнь? К 2 годам Данилка заговорил почти чисто. Стал очень подвижным и любознательным. Я купил ему 3-колесный велосипед, и он гонял на нем по двору, распугивая кур. Соседские ребятишки стали к нам заходить, играть с ним. Дом наполнился детским гомоном. «Григорий Петрович», — говорила Мария Васильевна, — «да у вас тут детский сад настоящий». Как радостно стало в деревне. И правда, с появлением Данилки деревня словно ожила. Дети стали чаще бывать на улице, больше играть. А взрослые с удовольствием наблюдали за нашей необычной семьей. Дед-старик и внук-малыш. Но самое главное изменение произошло во мне. Я перестал чувствовать себя стариком. Да, суставы болели, давление скакало, одышка мучила, но душа была молодой. Я просыпался по утрам с радостью, с предвкушением нового дня. У меня были планы, заботы, мечты. Мечтал я о том, как Данилка подрастет, пойдет в школу, выучится. Может, в институт поступит, специальность получит. А может, и сад мой продолжит, агрономом станет или просто садоводом. Главное, чтобы был счастлив. Сыновья звонили изредка, справлялись о здоровье. Отношение к Данилке у них постепенно менялось. Сначала они его просто игнорировали, мол, блажь отца скоро пройдет. Потом стали с интересом расспрашивать, как дела, как здоровье, что новенького. «Папа», — сказал как-то Сергей, — «а он правда такой умный, как ты рассказываешь? Приезжай, сам посмотришь», — отвечал я. Но они не приезжали. Жизнь в городе затягивала, работа отнимала все время. А может, просто боялись привязаться. Понимали, что если увидят Данилку, то уже не смогут оставаться равнодушными. К 3 годам мальчик стал настоящим помощником в саду. Конечно, помощь его была символическая, но он старался изо всех сил. Носил мне инструменты, поливал саженцы из детской лейки, собирал падалицу. «Дедушка», — говорил он, к этому времени он уже правильно меня называл, «а почему одни яблоки красные, а другие зеленые?» «Потому что сорта разные», — объяснял я. «Каждый сорт свой цвет имеет, свой вкус. А какие самые вкусные?» «Все вкусные, Данилка. Каждое яблоко по-своему хорошо». Он задавал бесконечные вопросы, а я с удовольствием отвечал. Мне нравилось делиться знаниями, учить его понимать природу, чувствовать землю. Осенью, когда начинался сбор урожая, Данилка был в полном восторге. Яблоки созрели, сад благоухал, работы было много,
Я нанимал помощников из деревни, и мальчик крутился между взрослыми, пытался участвовать в общем деле. «Осторожно, Данилка», — предупреждал я, когда он лез под лестницу. «Яблочко на голову упадет, больно будет». Но он не слушался, азартно носился по саду, собирая упавшие плоды. Вечером приходил домой уставший, но счастливый, весь перемазанный яблочным соком. «Дедушка, а наши яблоки самые-самые вкусные?» — спрашивал он, грызя Антоновку. «Самые-самые», — соглашался я, — «потому что с любовью выращены». И это была правда. Мои яблоки покупали охотно, хвалили за вкус и качество. Сад приносил неплохой доход, позволял безбедно жить и еще откладывать на будущее, на образование Данилки. К этому времени я уже точно знал, мальчик будет учиться. И не просто в деревенской школе, а хорошо учиться. Способности у него были заметные, память отличная, соображал быстро, ко всему проявлял интерес. Нина Степановна часто приводила к нам своих внуков из города. Данилка с ними дружил, играл, но было заметно. Он их превосходит в развитии. Говорил лучше, рассуждал глубже, знал больше. «Григорий Петрович», — говорила Нина Степановна, — «да у вас вундеркинд растет. Такой смышленый мальчик». Я гордился, но старался не показывать. Хвалить детей чрезмерно вредно. Зазнаются. В 3 года Данилку пора было определять в детский сад. В нашей Березовке детсада не было. Надо было возить в соседнюю деревню, за 10 километров. Я сначала сомневался. Не рано ли? Не привык он к чужим людям, к большому коллективу. Но Нина Степановна убедила. «Григорий Петрович, ребенку нужно общение со сверстниками. Дома он только с вами да со мной, это неправильно. Пусть привыкает к детскому коллективу». Отвел я Данилку в садик с замиранием сердца. А вдруг он там плакать будет? А вдруг обижать станут? А вдруг воспитательницы к нему невнимательно отнесутся? Но мои опасения оказались напрасными. Данилка адаптировался быстро. Он был общительным, дружелюбным ребенком, легко находил общий язык с детьми. Воспитательница Людмила Ивановна Соколова, женщина опытная и добрая, сразу его полюбила. «Григорий Петрович», — говорила она мне, — «у вас особенный мальчик. Такой воспитанный, умный, добрый. Видно, что растет в любви и заботе». Я возил Данилку в садик каждый день на старом мотоцикле с коляской. Утром отвозил, вечером забирал. По дороге он рассказывал мне о своих успехах и неудачах, о друзьях, о том, чему научился. «Дедушка, а мы сегодня лепили», — восклицал он. «Я слепил яблочко, как у нас в саду. А мы сегодня песенки пели про елочку и про зайчика». А Петька меня обидел. Но я не плакал. Людмила Ивановна сказала, что я молодец. Я слушал его щебетание и радовался. Мальчик развивается правильно, социализируется, учится общаться с людьми. В садике Данилка научился рисовать, лепить, петь песни, рассказывать стихи. Дома он демонстрировал новые умения, а я восхищался каждым его достижением. К 4 годам он уже знал буквы, умел считать до 100, читал по слогам. Людмила Ивановна говорила, что он опережает сверстников в развитии. «В школе будет отличником», — предсказывала она. «У него и способности есть, и усидчивость, и желание учиться». Но главное было не в способностях. Главное было в том, что Данилка рос добрым, отзывчивым, честным мальчиком.
Он никого не обижал, всем помогал, делился игрушками, заступался за слабых. Как-то пришел он из садика расстроенный. Дедушка тем говорит: «А почему Колька всех дерется?» Он сегодня Машеньку толкнул, она заплакала. «А ты что сделал?» – спрашиваю. Я ему сказал, что девочек обижать нельзя. А он меня тоже толкнуть хотел, но я не дался. «Молодец», — говорю, — «слабых защищать надо». «А почему он такой злой?» «Может, дома его никто не любит», — объясняю. «Вот он и злится на всех. А давай мы его к нам в гости позовем. Может, он подобреет». Вот так рассуждал мой 4-летний мальчик. Не злился на обидчика, а жалел его, пытался понять и помочь. И мы действительно пригласили Кольку к нам домой. Оказался он обычным мальчишкой. Просто внимания дома не хватало. Родители работали с утра до ночи, воспитанием не занимались. У нас он вел себя хорошо. Играл с Данилкой дружно, помогал в саду. «Дядя Гриша», — сказал он мне на прощание, — «а можно я еще приду?» «Конечно, приходи», — ответил я. «Данилке друзья нужны». С тех пор Колька стал частым гостем в нашем доме. А в садике перестал драться, стал спокойнее. Людмила Ивановна удивлялась такой перемене. А я думал, вот она, сила доброты. Данилка одним своим участием изменил характер мальчика, помог ему стать лучше. К 5 годам Данилка уже хорошо читал, писал печатными буквами, решал простые примеры. Я купил ему детскую энциклопедию, и он с упоением изучал картинки, заставлял меня читать вслух. «Дедушка, а правда, что есть рыбы, которые летают?» — спрашивал он, показывая картинку летучей рыбы. «Правда, Данилка. В природе много удивительного. А можно мы поедем на море, посмотрим на них?» «Обязательно поедем», — обещал я. «Когда подрастешь, обязательно поедем». И я действительно планировал съездить с ним к морю. Денег хватало, здоровье пока позволяло. Хотелось показать мальчику мир, дать ему больше впечатлений, чем может дать наша деревня. Но пока что мир Данилки ограничивался Березовкой, садом, детским садиком в соседней деревне. И этого мира ему хватало для счастья. Он был жизнерадостным, любознательным, открытым ребенком. Соседи его обожали. Куда бы он ни пошел, везде его встречали с улыбкой, угощали сладостями, играли с ним. «Данилка, иди к нам!» — звали его из каждого двора. «Посмотри, что у нас котята родились!» «Данилка, помоги бабушке!» — просили старушки. «Принеси воды из колодца!» И он с удовольствием помогал всем, со всеми общался. В 5 лет он знал каждого жителя деревни, каждую собаку, каждую кошку. Но больше всего он любил проводить время со мной в саду. Это было наше особенное время, когда мы оставались вдвоем, работали рядом, разговаривали о жизни. «Дедушка, а когда я вырасту, я тоже буду садовником?» — спрашивал он, помогая мне обрезать ветки. «Будешь тем, кем захочешь», — отвечал я. «Главное, чтобы дело свое любил. А я уже знаю, кем хочу быть». «Кем же? Как ты?» «Буду яблони растить, и пусть все люди едят вкусные яблоки». Слова эти грели мне душу. Значит, не зря я его с детства к земле приучаю. Не зря показываю красоту и мудрость природы. Так прошли первые 5 лет нашей совместной жизни. 5 лет счастья, открытий, взаимной любви.
Данилка из беспомощного младенца превратился в умного, доброго, любознательного мальчика. А я из угрюмого, одинокого старика стал любящим дедом, у которого есть смысл жизни и радость в каждом дне. Впереди нас ждали школьные годы, новые испытания и новые радости. Но я был уверен, вместе мы справимся со всем. Потому что между нами была любовь. Настоящая, глубокая, на всю жизнь. В 6 лет Данилка пошел в школу. Это был один из самых волнующих дней в моей жизни. Едва ли не более волнующий, чем тот день, когда я его нашел в саду. Школа в нашей Березовке была маленькая, всего 4 класса в одном здании. Учительница Валентина Петровна Сомова работала там уже 20 лет, учила всех местных детей. Строгая, но справедливая женщина, любящая свое дело. 1 сентября я проводил Данилку как на праздник. Новый костюм купил, портфель кожаный, букет астр для учительницы нарвал в своем саду. Мальчик шел рядом, серьезный, важный, но я видел, волнуется. «Дедушка», — шепчет он мне, — «а вдруг я там ничего не буду понимать?» «Поймешь», — успокаиваю, — «ты же умный мальчик, многое уже знаешь». «А вдруг дети будут смеяться, что у меня дедушка вместо папы?» Вот этот вопрос меня и больше всего беспокоил. В классе у Данилки были дети из обычных семей, с мамами и папами, братьями и сестрами. А он один такой особенный, с дедушкой-опекуном. «Данилка», — говорю ему, присаживаясь рядом на ступеньках школы, — «помнишь, что я тебе всегда говорил? Семья — это не те, кто родил, а те, кто любит и заботится. У тебя есть дедушка, который тебя очень любит, есть бабушка Нина, есть друзья. Это и есть твоя семья. Но у всех есть мама, а у тебя есть я. И я тебя люблю больше, чем некоторые родители любят своих детей». Данилка подумал, кивнул и крепко обнял меня. «Я тоже тебя люблю, дедушка. Больше всех на свете». Валентина Петровна встретила нас приветливо. Она давно знала нашу историю, относилась к мальчику с особым вниманием. «Данила Григорьевич», — сказала она торжественно, — «добро пожаловать в нашу школьную семью». Класс был маленький, всего 12 первоклассников. Данилка сел за парту с девочкой Машенькой, дочкой местного электрика. Я остался на первый урок, смотрел, как мой мальчик старательно выводит буквы в прописи. А вечером дома он взахлеб рассказывал о школьных впечатлениях. «Дедушка, а мы сегодня учили букву «А», и я уже все знал. А потом мы считали до 10, и я тоже все знал. Валентина Петровна сказала, что я молодец. А дети как? Подружился с кем-нибудь?» «Да, с Машенькой и с Витькой. Они очень хорошие. А еще есть Федя, но он все время дерется». «Ну так ты от него подальше держись». «Не буду. Я буду с ним дружить. Может, он перестанет драться. Вот такой у меня мальчик. Со всеми хочет дружить. Всех исправить, всех полюбить. Учился?» Данилка легко, с удовольствием. Домашние задания делал быстро, все схватывал на лету. Валентина Петровна только хвалила. «Григорий Петрович, у вас внук способный очень. И усидчивый, и внимательный. Таких детей редко встретишь». К концу 1 класса Данилка читал лучше всех. Считал в пределах 100, писал без ошибок. Но самое главное, он был любимцем класса. Дети к нему тянулись. Учительница его ставила в пример. А дома по вечерам мы по-прежнему сидели на кухне.
Он рассказывал о школьных делах, я помогал с уроками, хотя помощь моя требовалась все реже. Мальчик был самостоятельным. «Дедушка», — спрашивал он как-то, делая упражнения по русскому языку, «а почему в слове «семья» мягкий знак?» «Не знаю, Данилка. Просто правило такое». «А кто эти правила придумал?» «Ученые-языковеды». «А зачем?» Вопросы у него были на все. И я старался отвечать, а когда не знал, честно признавался. Тогда мы вместе искали ответы в книгах или спрашивали у Валентины Петровны. Во 2 классе Данилка стал еще более самостоятельным. Уроки делал сам, в школу и из школы ходил с ребятами. Я только провожал его до калитки и встречал вечером. Но однажды случилось то, чего я всегда боялся. Пришел Данилка из школы, грустный, молчаливый. Сел за стол, начал делать уроки, но вижу, как не в себе. «Что случилось, мальчик?» — спрашиваю. Молчит. Только губы поджал, глаза отводит. «Данилка, говори. Что произошло?» «Ничего», — буркнул он. Но я настоял. И он, наконец, рассказал. «Сегодня Федька сказал, что я подкидыш. Что мама с папой меня не хотели и выбросили. А ты меня подобрал, как щенка». Сердце мое сжалось. Вот оно, то, чего я боялся. Рано или поздно дети узнают правду и начнут его дразнить. «И что ты ему ответил?» — спрашиваю. «Ничего. Заплакал только». А он еще больше смеяться стал. Взял я мальчика на руки, прижал к себе. Такой он хрупкий вдруг показался, беззащитный. «Данилка, я говорю ему, запомни раз и навсегда. Неважно, как ты появился в этом мире. Важно то, что ты есть, что ты мой внук, что я тебя люблю. А тех, кто тебя не хочет понимать, просто пожалей. Они не знают, что такое настоящая семья». «Но ведь правда же, меня бросили?» — спросил он, и в голосе была такая боль, что я едва сдержался, чтобы не заплакать. «Правда. Но знаешь что? Тот, кто тебя бросил, очень глупый человек, потому что потерял самое большое сокровище на свете. А я это сокровище нашел. И теперь ты мой. Навсегда. А почему меня бросили?» Этот вопрос я ждал давно, готовился к нему. Но когда он прозвучал, все мои приготовленные ответы показались неподходящими. «Не знаю, Данилка. Может, родители твои были очень молодые и глупые. Может, испугались ответственности, а может, были в трудной ситуации и не знали, как поступить. Но главное не это. Главное то, что судьба привела тебя ко мне. А если бы ты меня не нашел? Но я нашел. И мы с тобой теперь семья. Самая настоящая семья». Данилка успокоился, но я видел, вопрос его мучает. И решил поговорить с Валентиной Петровной. На следующий день после уроков зашел в школу. «Валентина Петровна, я говорю, тут ребята Данилку дразнить начали. Подкидышем обзывают». Она нахмурилась. «Это Федя Костылев, наверное. Он у нас задира. Я с ним поговорю. И с родителями его тоже поговорите. Дети от родителей такие слова слышат». На следующий день Федька подошел к Данилке и неохотно извинился. А потом Валентина Петровна провела с классом беседу о том, что семьи бывают разные, но все они достойны уважения. «Дети», — сказала она, — «у кого-то есть мама и папа, у кого-то только мама или только папа.
А у Данилы есть дедушка, который его очень любит. И это тоже семья. Хорошая, дружная семья. После этого дети перестали Данилку дразнить, а некоторые даже стали ему завидовать. Дед у него добрый, внимательный, времени на общение много находит. Не то что иные родители, которые только и знают, что работают. Но разговор с Федькой не прошел для Данилки даром. Он стал более задумчивым, иногда спрашивал о своих родителях. Я отвечал честно, но коротко. Мол, не знаю, кто они, где живут. Может, и не живут уже. «А ты их искал?» — спросил он как-то. «Нет», — ответил я. «Зачем? Ты же мой, а не их. А если бы они пришли за мной?» Вот этот вопрос меня больше всего пугал. Что, если действительно объявятся родители? Что, если потребуют вернуть ребенка? «Не знаю, Данилка», — сказал честно. «Надеюсь, этого не случится». «А я не хочу, чтобы случилось», — твердо заявил мальчик. «Ты мой дедушка, и я никуда от тебя не уйду». Эти слова грели душу, но тревога осталась. А вдруг все-таки найдутся родители? А вдруг захотят забрать? И что тогда? Смогу ли я отпустить мальчика, которого люблю как сына? К 3 классу Данилка окончательно определился как лидер в классе. Учился на отлично, спортом занимался, участвовал во всех школьных мероприятиях. Валентина Петровна им гордилась, одноклассники уважали. Дома он стал еще большим помощником. Научился простейшим работам в саду, поливать, окучивать, собирать урожай. Летом мы работали бок о бок, и это были самые счастливые часы в моей жизни. «Дедушка», — говорил он, обрезая нижние ветки у молодой яблони, «а когда я вырасту, мы с тобой будем вместе сад держать. Конечно, если захочешь». «Хочу! А еще я хочу, чтобы наш сад был самым большим во всей области». «Значит, будет», — смеялся я. «Все, что захочешь, сделаем». По вечерам мы читали книги, играли в шахматы, которым я его научил, разговаривали о жизни. Данилка рос не по годам серьезным, рассудительным мальчиком. «Дедушка», — спросил он как-то перед сном, «а ты когда-нибудь был молодым?» «Конечно, был. И даже очень молодым». «А какой ты был?» «Шалун был, озорник. Все время что-то выдумывал, баловался. А сейчас ты старый? По паспорту старый. А с тобой я чувствую себя молодым. А ты не умрешь?» Вопрос застал меня врасплох. Дети ведь обо всем думают, все понимают. Когда-нибудь умру, Данилка. Все люди смертны. А что со мной будет? Это еще очень не скоро случится. А когда случится, ты уже взрослым будешь, самостоятельным. Сам о себе заботиться сможешь. А мне будет грустно без тебя. И мне грустно будет без тебя. Но знаешь что? Пока мы живы, давай не будем о грустном думать. Давай будем радоваться каждому дню, который мы вместе проводим. «Давай», — согласился он. «А можно я завтра тебе помогу варенье из наших яблок варить?» «Конечно, можно. Ты же мой главный помощник». Данилка засыпал с улыбкой, а я еще долго сидел рядом с его кроватью, смотрел на него и думал о времени. Как быстро оно летит. Кажется, только вчера нашел я крошечного младенца под яблоней, а сегодня он уже 3-классник, почти взрослый человек. А мне уже 77 лет. Здоровье, конечно, не то, что было. Одышка мучает, суставы ноют, давление скачет. Но пока держусь,
пока справляюсь. Главное, чтобы хватило меня до того времени, когда Данилка совсем взрослым станет. Сможет сам о себе заботиться. В 4 классе Данилка стал совсем самостоятельным. Учился без моей помощи, с друзьями гулял, в секцию футбольную записался в райцентре. Я возил его туда 2 раза в неделю, сидел на скамейке, смотрел, как мой мальчик гоняет мяч. Тренер Михаил Сергеевич хвалил его. «У мальчика талант есть, Григорий Петрович. И физические данные хорошие, и голова работает. Может далеко пойти в футболе». Но меня беспокоило другое. Данилка стал часто задумываться, иногда ловил на себе грустный взгляд. А однажды прямо спросил: «Дедушка, а почему все дети знают про своих родителей, а я нет?» «Потому что так сложилось», — ответил я осторожно. «А может, поискать их?» «Зачем, Данилка? Тебе их не хватает?» «Нет, не хватает. Просто интересно. Кто они, как выглядят, на кого я похож?» «На меня похож?» — сказал я, хотя знал, что это неправда. Данилка был совсем не похож на меня или на покойную Валентину. У него были особые черты лица, серые глаза, темные волосы. Красивый мальчик, породистый какой-то. «А если найдутся?» — не отставал он. «Если найдутся, тогда и решим, что делать. А пока живем, как живем. Хорошо ведь живем?» «Очень хорошо», — согласился он. «Лучше всех». Но я видел, вопрос его не отпускает. И понимал, рано или поздно придется с этим разбираться. Данилка имеет право знать правду о себе. К концу 4 класса встал вопрос о дальнейшем обучении. Начальная школа в Березовке заканчивалась, дальше надо было ехать в райцентр, в среднюю школу. А это значило или каждый день возить мальчика туда и обратно, или снимать там квартиру. Ни то, ни другое меня не устраивало. Возить каждый день тяжело, особенно зимой. А переезжать в город не хотел категорически. Здесь мой дом, мой сад, моя жизнь. Валентина Петровна предложила другой вариант. «Григорий Петрович, а что, если Данилу в интернат отдать? При школе есть хороший-то интернат. Дети там и живут, и учатся. На выходные домой приезжают. Мысль об интернате меня ужаснула. Отдать своего мальчика в интернат? Чтобы он там жил без меня, без дома, без семьи? Нет, сказал твердо, не отдам в интернат. Тогда придется возить. Или в город переезжать. Вечером я поговорил с Данилкой. «Сынок, тебе в 5 класс идти, а 5 класса в нашей школе нет. Что будем делать?» «А что можно делать? Можно каждый день в город ездить. Можно в интернат пойти жить. Можно всем вместе в город переехать». Данилка подумал. «А бабушка Нина с нами поедет, если мы переезжать будем?» «Не поедет. Она здесь жить хочет. Тогда не поеду. А в интернат тоже не хочу. Давай каждый день ездить будем». «Трудно будет. Зимой особенно». «Ничего, справимся. Мы ведь с тобой все можем». И мы решили ездить каждый день. Купил я подержанную машину, права получил заново, в молодости ездил. Но права просрочились. Стал каждое утро отвозить Данилку в школу, а вечером забирать. Дорога занимала полчаса в одну сторону. Значит, 2 часа в день я проводил за рулем. Но ради мальчика готов был и не на такие жертвы. В средней школе Данилка адаптировался быстро. Класс был большой, почти 30 человек,
Но он и там стал одним из лидеров. Учился по-прежнему отлично, в футбол играл, дружил со всеми. Но я заметил, он стал более замкнутым дома. Раньше делился всем, рассказывал каждую мелочь, а теперь отвечал односложно на мои вопросы. Списывал это на переходный возраст. Мальчику уже 11 лет, подросток. А потом случилось то, что я долго боялся и о чем тайно мечтал одновременно. Сыновья мои приехали в гости. Первый раз за 5 лет. Сергей позвонил в конце мая. «Папа, мы с Алексеем хотим на майские к тебе приехать. Можно?» «Конечно, можно», — обрадовался я. «Данилка будет в восторге. Он своих дядей еще не видел». «Вот и познакомимся», — сказал Сергей. «Интересно посмотреть на твоего найденыша». Приехали они на большой дорогой машине, привезли подарки. Данилку встретили настороженно. Все-таки незнакомые дяди, пусть и родственники. Но мальчик вел себя вежливо, отвечал на вопросы, показывал свои достижения в учебе, водил дядей по саду. А я смотрел на своих сыновей и думал, какими чужими они стали. Городские, костюмы дорогие, машина престижная, но холодные какие-то, отстраненные. Будто не в родной дом приехали, а в музей. «Неплохо устроился папа», — сказал Алексей, оглядывая дом. «И мальчик толковый растет». «Толковый?» — согласился я. «Умный, добрый, трудолюбивый». «А в футбол играет?» — спросил Сергей у Данилки. «Играю», — кивнул мальчик. «В секции занимаюсь». «Может, в Москву к нам приедешь на каникулы? Покажем тебе столицу, в театры сводим, в музей». Данилка посмотрел на меня. «А дедушка тоже поедет?» «Нет, дедушке в Москве делать нечего», — ответил Сергей. «А ты один съездишь? Отдохнешь от деревни». «Не хочу», — твердо сказал Данилка. «Мне и тут хорошо». Сыновья переглянулись, видно, не ожидали такого ответа. Вечером, когда Данилка лег спать, мы втроем сидели на кухне, пили чай. «Папа», — сказал Сергей, — «мальчик хороший, спору нет. Но подумай о его будущем. Что он здесь, в деревне, найдет? Какие перспективы? Школа плохая, университета рядом нет, работы никакой». «А что ты предлагаешь?» — спросил я. «Отдай его нам. В Москве мы его в хорошую школу определим, подготовим к поступлению в институт. У него способности есть, из него может толк выйти». «А я что, не справляюсь с его воспитанием?» «Справляешься», — сказал Алексей. «Но ты старый, папа. Тебе уже под 80. А мальчику жить да жить. Надо о его будущем думать». Слова сыновей больно резанули, но я понимал, в чем-то они правы. Я действительно старый, здоровье не то. А Данилке нужно образование, нужны возможности развития. «Я подумаю», — сказал неопределенно. Ночью не спал, мучился. С одной стороны, хотелось дать мальчику лучшее, с другой — как отпустить его? Как жить без него? А утром Данилка сам решил эту дилемму. «Дедушка, а дяди правда хотят меня в Москву забрать?» «Откуда ты знаешь?» «Слышал вчера, как вы разговаривали. Так хотят?» «Хотят. Говорят, что там тебе лучше будет. А ты что думаешь?» «Я думаю, что там у тебя больше возможностей будет. Хорошая школа, институт потом, работа интересная. А ты что будешь делать без меня?» Вот тут я не выдержал, слезы навернулись. «Не знаю, Данилка, наверное, скучать буду». «А я без тебя жить не смогу», — твердо сказал мальчик. «Ты же мой дедушка, мой лучший друг».
Как я тебя одного оставлю? Но ведь твое будущее... А мое будущее здесь, с тобой, с нашим садом, с нашим домом. Я никуда не поеду. И тут я понял, нет, не отдам, не смогу отдать. Пусть у него будет меньше возможностей, пусть не такое престижное образование, но зато будет любовь, будет дом, будет семья. Сыновья уехали недовольные. Сергей на прощание сказал: «Папа, ты поступаешь эгоистично, думаешь о себе, а не о ребенке». «Может быть», — ответил я, — «но я думаю о его счастье. А счастье не всегда в деньгах и возможностях». После их отъезда мы с Данилкой остались одни. И я чувствовал, теперь уж точно мы одна команда. Навсегда. Что бы ни случилось. Но до главного испытания оставалось еще несколько лет. Средние классы стали для нас с Данилкой особым временем. Мальчик взрослел, менялся, а я все больше понимал, что воспитываю не просто ребенка, а будущего мужчину. И ответственность эта порой пугала. В 6 классе Данилка вдруг стал замкнутым, угрюмым. Приходил из школы, делал уроки молча, на мои вопросы отвечал односложно. Я сначала списывал это на переходный возраст, но потом забеспокоился по-настоящему. «Данилка», — говорю ему как-то вечером, — «что с тобой? Почему такой невеселый?» «Да так», — буркнул он, не поднимая глаз от учебника. «Так не бывает». «Что случилось в школе?» Долго молчал, потом вдруг выпалил: «Дедушка, а правда, что ты не мой родной дедушка?» Сердце мое сжалось. Опять эта тема. Думал, забыл уже, перерос. «Кто тебе это сказал?» «Да в классе все знают. Новенький мальчишка Артем рассказал. Говорит, его мама работает в роддоме в Ясногорске, и она помнит, как меня туда принесли. И что потом тебе отдали?» «Артем?» «Да, помню. В класс пришел новый ученик, семья из города переехала. И его мать действительно могла знать подробности». «И что же дальше?» — спросил я осторожно. «А дальше все стали спрашивать, почему я живу не с настоящими родителями. И я не знал, что ответить. Присел я рядом с ним на диван, взял за плечи. «Данилка, послушай меня внимательно. Да, я не твой родной дедушка по крови. Но я твой дедушка по сердцу, по любви. Я тебя нашел маленького, воспитал, вырастил. Ты для меня дороже кровных внуков. Но все равно получается, что я чужой», — с горечью сказал мальчик. «Что меня никто не хотел? Не хотели те, кто тебя родил. А я захотел. И бабушка Нина захотела. И все соседи тебя полюбили. Разве этого мало? А почему меня бросили? Я плохой был?» Вот этот вопрос меня всегда больше всего пугал. Как объяснить ребенку жестокость взрослых? Как сказать, что иногда люди поступают подло и безответственно? «Данилка, ты был самым хорошим ребенком на свете. Маленький, беззащитный, красивый. Просто те люди, которые тебя родили, оказались не готовыми к родительству. Может, были слишком молодые, может, испугались ответственности. Люди разные бывают. А если бы они меня не бросили, тогда мы бы с тобой не встретились, а я бы так и остался одиноким стариком. Видишь, как хорошо получилось? Ты обрел дедушку и дом, а я обрел внука и смысл жизни». Данилка помолчал, обдумывая мои слова, «Дедушка, а ты меня никогда не бросишь?»
«Никогда», — твердо сказал я. «Что бы ни случилось, я всегда буду с тобой рядом. Обещаешь?» «Обещаю». Он обнял меня крепко-крепко, и я почувствовал, как напряжение уходит из его тела. Кризис был преодолен. Пока что. После этого разговора Данилка снова стал открытым, веселым. Но я заметил, он стал более взрослым, более серьезным. Видно, вопросы о происхождении заставили его задуматься о многих вещах. В 7 классе у нас случилось первое серьезное испытание. Я заболел. Началось с обычной простуды, но потом температура поднялась, началась одышка. Нина Степановна настояла на вызове врача. Доктор Волков, наш участковый, осмотрел меня и нахмурился. «Григорий Петрович, у вас воспаление легких. Нужна госпитализация». «Не поеду», — сказал твердо. «У меня внук, не с кем его оставить. Оставьте с соседкой, а то хуже будет. Не поеду, и все». Данилка, который стоял рядом, вдруг заговорил. «Дедушка, ты должен лечиться, а я справлюсь. Я уже большой». «Какой большой? Тебе 12 лет». «А бабушка Нина поможет». «Правда, бабушка Нина?» Нина Степановна кивнула. «Конечно, помогу». «Григорий Петрович, не упрямьтесь. Здоровье дороже. Пришлось ехать в больницу. Пролежал там 2 недели, места себе не находил. Каждый день звонил домой, спрашивал, как дела у Данилки. А он справлялся. Сам в школу ходил, сам уроки делал, даже ужин себе готовил. Нина Степановна присматривала, но он был самостоятельным. Когда я вернулся домой, дом был в полном порядке. В холодильнике стояли готовые обеды, везде было чисто и уютно. «Данилка», — сказал я, обнимая его, — «ты настоящий мужчина. Я горжусь тобой». «А я боялся, что ты не вернешься», — признался он. «Думал, умрешь в больнице, и я останусь совсем один». «Не умру я так просто», — улыбнулся я. «У меня есть ради чего жить». Но болезнь дала о себе знать. Я стал быстрее уставать, часто кашлял, одышка мучила. Данилка это замечал, старался помогать больше, брал на себя домашние дела. «Дедушка», — сказал он как-то, — «может, мне в интернат пойти? А то я тебе только мешаю, силы отнимаю». «Что ты говоришь?» — ужаснулся я. «Ты мне жить помогаешь, а не мешаешь. Без тебя я бы давно умер от тоски. Но ты же болеешь». «Болею, не спорю. Но пока справляюсь. А ты рядом — это лучшее лекарство». И правда, присутствие Данилки давало мне силы. Ради него я старался держаться, лечиться, не сдаваться. В 8 классе Данилка превратился в настоящего подростка. Вытянулся, голос стал ломаться, на лице появились первые прыщики. Характер тоже изменился. Стал более независимым, иногда спорил со мной, отстаивал свое мнение. «Дедушка», — сказал он как-то, — «я хочу на летних каникулах работать». «Где работать? Тебе всего 14 лет. У Ивана Семеновича на ферме. Он работников ищет. Буду коров доить, сено заготавливать». «Зачем? Денег у нас хватает. Хочу свои деньги зарабатывать, чтобы не чувствовать себя иждивенцем». Слова эти задели меня. Неужели он считает себя обузой? «Данилка, ты не иждивенец. Ты мой внук. Мой наследник. Все, что у меня есть, твое. Понимаю. Но все равно хочу попробовать сам зарабатывать». Пришлось согласиться. Работал он все лето, приходил домой усталый, но довольный. Первую зарплату потратил на подарки.
Мне купил новые очки для чтения. Нине Степановне красивый платок. «Вот», — сказал он гордо, — «это я сам заработал». И я понял. Мальчик взрослеет правильно, становится самостоятельным, ответственным, трудолюбивым. К концу 8 класса встал вопрос о дальнейшем образовании. 9 и 11 классы можно было закончить в той же школе, но потом нужно было определяться с будущим. «Данилка», — спросил я как-то вечером, — «о чем мечтаешь? Кем хочешь стать?» «Не знаю пока», — ответил он честно. «Может, агрономом, а может, учителем, а может, врачом. А в институт поступать будешь?» «Конечно. Только не знаю, в какой. В любой, какой захочешь. Деньги найдем». Данилка посмотрел на меня серьезно. «Дедушка, а что, если я далеко поступлю? В Москву или в Питер? Что ты будешь делать?» Вопрос этот мучил и меня. С одной стороны, хотелось дать мальчику лучшее образование. С другой, как отпустить его так далеко? Как жить без него? «Поступай туда, куда хочешь», — сказал я. «А я буду ждать и гордиться тобой». «А может, я в Туле поступлю? Там и сельскохозяйственная академия есть, и педагогический институт, и близко от дома. Решай сам. Главное, чтобы дело по душе было». В 9 классе Данилка стал совсем взрослым. Помогал мне во всем, был настоящим хозяином дома. Друзья у него появились серьезные, не просто одноклассники, а единомышленники. Вместе они участвовали в школьных олимпиадах, ездили на экскурсии, планировали будущее. Особенно подружился он с Мишей Петровым, сыном местного учителя истории. Умный, начитанный мальчик. Они часами могли разговаривать о книгах, о жизни, о планах. «Данилка хочет агрономом стать», — рассказывал Миша, когда приходил к нам в гости. «А я историком. Будем вместе поступать в Тулу». «А может, и в Москву махнем», — добавлял Данилка. «Там университеты лучше». Слышал я эти разговоры и понимал, скоро мальчик вырастет, улетит из родного гнезда. И правильно сделает. Молодым нужно искать свой путь, завоевывать мир. Но в глубине души все равно надеялся. Может, останется рядом? Может, найдет применение своим способностям и здесь, в родных местах? К концу 9 класса Данилка окончательно определился. Будет поступать в сельскохозяйственную академию в Туле, на факультет садоводства и виноградарства. «Хочу продолжить твое дело, дедушка», — объяснил он. «Только на современном уровне. Изучу новые технологии, сорта, методы. Мы с тобой самый лучший сад в области создадим». Слова эти согревали душу. Значит, не зря я его с детства к земле приучал. Не зря показывал красоту садоводства. 10 и 11 классы прошли в подготовке к поступлению. Данилка занимался с репетиторами, ездил на подготовительные курсы, штудировал учебники. Я помогал, как мог. Возил на занятия, следил за здоровьем, поддерживал морально. А сам все чаще думал о времени. Мне уже перевалило за 80. Здоровье совсем плохое стало. Сердце шалит, одышка мучает, руки дрожат. Хватит ли меня до того времени, когда Данилка закончит институт? Встанет на ноги? Нина Степановна, которая сама постарела и сдала, часто говорила: «Григорий Петрович, а что будет с мальчиком, если с вами что случится? Он ведь еще не взрослый совсем». «Ничего не случится», — отвечал я упрямо. «Доживу до его свадьбы, внуков понянчу».
но в душе понимал, время против меня, и молился только об одном — чтобы хватило меня увидеть Данилку взрослым, самостоятельным, счастливым. В конце 11 класса случилось событие, которое перевернуло наш спокойный мир. Данилка сдавал выпускные экзамены, готовился к поступлению, когда неожиданно в школу пришла женщина и спросила о нем. Валентина Петровна, которая все еще работала в школе, хоть и была уже пенсионного возраста, рассказала мне об этом вечером. «Григорий Петрович, к нам сегодня приходила женщина. Спрашивала про Данила. Говорила, что она из органов опеки, проверяет условия проживания детей-сирот». Сердце мое сжалось от тревоги. «А что вы ей сказали?» «Что сказать?» «Что мальчик воспитывается в хорошей семье, любим и обласкан, учится отлично, планирует поступать в институт». «А она что?» Записывала что-то в блокнот. И еще спрашивала, не появлялись ли биологические родители, не искал ли кто мальчика. И что вы ответили? Что никто не появлялся и не искал. За 17 лет ни один человек не интересовался его судьбой. Женщина эта больше не появлялась, но тревога осталась. А вдруг это не случайность? А вдруг кто-то действительно ищет Данилку? Я решил ничего не говорить мальчику. Зачем волновать перед экзаменами? Но сам места себе не находил. Данилка экзамены сдал отлично, поступил в академию на бюджетное место. Мы праздновали это событие всей деревней. Соседи приходили поздравлять, радовались за нашего мальчика. «Вот видите, Григорий Петрович, — говорила Мария Васильевна, — как правильно вы поступили, что мальчика взяли. Вырос умный, образованный человек. А теперь и профессию получит, — добавлял Иван Семенович. Агроном из него хороший выйдет». Я гордился Данилкой безмерно. Но в душе все равно скреблась тревога. Что-то мне подсказывало, спокойная жизнь заканчивается. Впереди испытания. В августе, перед отъездом в институт, Данилка вдруг заговорил со мной на старую тему. «Дедушка, а ты никогда не думал найти моих родителей?» «Зачем?» — удивился я. «Тебе их не хватает?» «Нет, не хватает. Просто иногда интересно становится. Кто они, живы ли, почему меня тогда оставили? Данилка, прошло 17 лет. Если они хотели найти тебя, давно бы нашли. Значит, не хотят. Зачем ворошить прошлое?» «Может, и правда не стоит», — согласился он. «У меня есть ты, есть дом, есть семья. Этого достаточно». Но я видел, вопрос его не отпускает. И понимал, почему. Молодому человеку хочется знать правду о себе, о своих корнях. Это естественно. В сентябре Данилка уехал учиться. Проводил его с тяжелым сердцем, но старался не показывать грусти. «Учись хорошо», — наказывал я ему. «И не забывай старика». «Как я тебя забуду?» — обнял он меня. «Ты же мой дедушка, самый лучший на свете. Буду каждую неделю звонить», — пообещал он. «А на выходные буду приезжать». И действительно звонил, и действительно приезжал. Но дом без него стал пустым, тихим. Я все чаще сидел на веранде, смотрел на сад и думал о времени. Кажется, только вчера нашел крошечного младенца под яблоней, а сегодня он уже студент, взрослый человек. Время, оно ведь так быстро летит. Особенно счастливое время. А тем временем где-то готовилось событие, которое должно было изменить нашу жизнь навсегда. Но об этом я узнал только тогда, когда к нашей калитке подъехали 3 черных джипа.
То утро началось, как обычно. Данилка приехал на выходные из института, мы завтракали на кухне, обсуждали его учебу. Он рассказывал про новые предметы, про однокурсников, про планы на будущее. Я слушал, радовался его успехам, но замечал, что-то его беспокоит. «Дедушка», — сказал он вдруг, откладывая ложку, — «а ты помнишь, как меня нашел?» «Конечно, помню. Как можно такое забыть?» «Расскажи еще раз, подробно». Я удивился. Обычно он не любил возвращаться к этой теме. Но рассказал, как всегда рассказывал. Про то утро, про плач под яблоней, про байковое одеяло, про первую улыбку. «А одеяло сохранилось?» — неожиданно спросил он. «Сохранилось. В сундуке лежит, на чердаке. Можно посмотреть». Поднялись на чердак, достали старый сундук. Одеяло лежало на самом дне, аккуратно сложенное. Данилка взял его в руки, рассматривал внимательно. «Обычное одеяло», — сказал он задумчиво. «Старое, поношенное. Интересно, что за история у него была до меня? Откуда же мне знать? Может, из детского дома какого, может, просто старая вещь». Данилка промолчал, но я видел, думает о чем-то своем. Сложили одеяло обратно, спустились вниз. После обеда Данилка пошел гулять по деревне, навестить старых друзей, поздороваться с соседями. А я остался дома, прилег отдохнуть. Здоровье совсем плохое стало, быстро устаю. Проснулся от рокота моторов. Выглянул в окно, у калитки стоят 3 черных джипа. Машины дорогие, городские. В нашей Березовке таких не бывает. Из первого джипа вышел мужчина лет 40 в дорогом костюме. Высокий, статный, с проседью в темных волосах. Лицо волевое, глаза... Господи, глаза, как у Данилки. Серые, внимательные. За ним из машин вышли еще несколько человек, тоже в костюмах, явно охрана или помощники. Один из них нес папку с документами. Мужчина подошел к калитке, постучал. «Григорий Петрович Казанцев?» — спросил он, когда я открыл. «Я», — подтвердил я, сердце забилось как бешеное. «Меня зовут Игорь Валентинович Кречетов. Мне нужно с вами поговорить. О Даниле». Ноги у меня подкосились. Вот оно. То, чего я боялся 17 лет. «Проходите», — сказал я, хотя хотелось захлопнуть калитку и никого не пускать. Мы прошли в дом, сели за стол на кухне. Игорь Валентинович оглядывался, изучал обстановку. Остальные остались во дворе. «Григорий Петрович», — я начал он, — «я долго вас искал. 17 лет искал своего сына». «Какого сына?» — спросил я, хотя все уже понимал. «Данилу. Он мой сын. Биологический сын». Достал из папки документы, разложил на столе. «Вот результаты ДНК-экспертизы. Совпадение на 99,9%. Данила. Мой ребенок». Я осмотрел на бумаге, буквы расплывались перед глазами. «Откуда? Как вы узнали?» «Долгая история. Его мать... Она не сказала мне тогда, что беременна. Мы расстались. Я уехал в длительную командировку в Америку. Когда вернулся через 2 года, узнал, что она родила ребенка, но куда-то дела его. Говорила, что отдала в хорошие руки, но подробностей не сообщала. «А почему только сейчас ищете?» Игорь Валентинович тяжело вздохнул. «Искал все это время. Нанимал частных детективов.
обращался в разные инстанции. Но следы были тщательно заметены. Только недавно удалось выйти на врача, который принимал роды. Она уже на пенсии, но помнила случай. Молодая женщина родила и сразу от ребенка отказалась. А потом кто-то из знакомых этого ребенка забрал. «И что вы хотите?» — спросил я прямо. «Забрать сына. Дать ему все, что должен дать отец. Образование, возможности, будущее. А спросить его мнение не хотите? Он еще молод, не может принимать такие решения. Я его отец, я знаю, что для него лучше». В этот момент в дом вошел Данилка. Он шел от Мишки Петрова, был веселый, румяный от мороза. Увидев незнакомца, остановился в дверях. «Дедушка, у нас гости?» — спросил он. Игорь Валентинович встал, смотрел на мальчика, не отрываясь. Лицо у него изменилось, стало мягче, теплее. «Данила?» — произнес он с волнением. «Да, я Данила. А вы кто?» «Я твой отец». Данилка опешил, посмотрел на меня вопросительно. «Дедушка, что происходит?» Я встал, подошел к нему, положил руку на плечо. «Данилка, этот человек утверждает, что он твой биологический отец. У него есть документы, подтверждающие это». Мальчик побледнел, сел на стул. «Не может быть», — прошептал он. «Данила», — сказал Игорь Валентинович мягко, — «я 17 лет тебя искал. Я не знал, где ты, жив ли, здоров ли. Это было для меня настоящим кошмаром». «А где вы были, когда я аленький был?» — спросил Данилка тихо. «Где были, когда я болел, когда в школу пошел, когда первые слова говорил? Я не знал о твоем существовании. Клянусь тебе, я не знал». «А сейчас узнали и приехали забирать?» В голосе мальчика появились слезы. «Данила, я хочу дать тебе все. У меня большой бизнес. Дома в Москве и за границей. Возможности, о которых здесь и не мечтают. Ты получишь лучшее образование, увидишь мир, сможешь заниматься любым делом». «А дедушка?» — спросил Данилка, глядя на меня. «Что будет с дедушкой?» «Дедушка останется здесь. Он свое дело сделал, вырастил тебя. Но теперь ты должен быть со мной». «Не должен он никому ничего», — не выдержал я. 17 лет. Я его воспитывал. Любил, как родного внука. Бессонные ночи проводил, когда болел. В школу водил, уроки с ним делал. А вы где были? В Америке деньги зарабатывали». «Я понимаю ваши чувства, Григорий Петрович», — сдержанно ответил Игорь Валентинович. «И я благодарен вам за то, что спасли моего сына, вырастили его. Но теперь он должен быть с отцом». «А если он сам не захочет?» «Он еще не понимает, что для него лучше, но поймет». Данилка сидел, опустив голову. Плечи его вздрагивали. Плакал, старался скрыть слезы. «Данилка», — сказал я мягко, — «что ты сам думаешь?» Он поднял голову, посмотрел сначала на меня, потом на Игоря Валентиновича. «Я не знаю», — прошептал. «Это все так внезапно». «Данила», — сказал Игорь Валентинович, присаживаясь рядом с ним, — «я понимаю, что это шок для тебя. Но ты мой сын, моя кровь. У нас с тобой общие гены, общий характер, возможно, общие интересы. Дай мне шанс стать для тебя настоящим отцом». «У меня уже есть настоящий дедушка», — сказал Данилка, взглядывая на меня. «Он меня любит.
И я тебя люблю. Любил все эти годы, даже не зная, где ты. Как можно любить того, кого не знаешь? Игорь Валентинович задумался. Родительская любовь не зависит от знакомства. Это инстинкт, чувство, которое живет в сердце. Я всегда знал, что у меня где-то есть сын, и мечтал найти его. «А если бы не нашли?» — спросил Данилка. «Так бы всю жизнь и мечтали. Но я нашел, и теперь хочу наверстать упущенное время». Данилка встал, подошел к окну, смотрел на сад. «А что, если я не поеду с вами? Что, если останусь здесь? Данила, подумай разумно. Что ты здесь найдешь? Деревенская жизнь, никаких перспектив, никакого будущего. А со мной? Со мной он будет счастлив», — перебил я. «Может, не богат, не знаменит, но счастлив. Разве этого мало?» «Мало», — твердо сказал Игорь Валентинович. «В наше время этого мало. Данила способный мальчик, у него есть потенциал. Его нужно развивать, а не закапывать в деревенскую землю». «Земля никого не закапывает», — сказал я с горячностью. «Земля дает жизнь, учит мудрости, дарит покой. Не все измеряется деньгами. Покой нужен старикам, а молодым нужны вызовы, цели, достижения». Мы припирались, а Данилка стоял у окна и молчал. Наконец он обернулся. «Можно я подумаю? Это очень серьезное решение». «Конечно, сын», — сказал Игорь Валентинович. «Только не слишком долго. У меня дела в Москве, не могу надолго оставлять бизнес». «А где вы остановитесь?» «В гостинице в райцентре». «Вот моя карточка, звони в любое время». Игорь Валентинович встал, протянул мне руку. «Григорий Петрович, я еще раз хочу сказать, я вам благодарен. Вы спасли моего сына, дали ему любовь и заботу. Но теперь пришло время передать эстафету. Я не пожал его руку. Эстафета не передается. Любовь не передается. Она или есть, или ее нет. У меня она есть. И я это докажу». После его ухода мы с Данилкой сели на кухне, молчали. За окном уже темнело, включили свет. «Дедушка», — сказал наконец Данилка, — «что мне делать?» «Не знаю, мальчик. Решение за тобой. Но ты же не хочешь, чтобы я уехал?» «Конечно, не хочу. Но я хочу, чтобы ты был счастлив. А счастье у каждого свое. А если я останусь, ты не будешь считать меня неблагодарным? Ведь он мой настоящий отец». «Данилка», — взял я его за руки, — «запомни раз и навсегда. Настоящий отец не тот, кто зачал, а тот, кто воспитал. Не тот, кто дал жизнь, а тот, кто наполнил эту жизнь смыслом. Понимаешь?» «Понимаю. Но все равно тяжело выбирать». Вечером Данилка ушел к себе в комнату, сказал, что хочет побыть один. А я сидел на кухне, пил чай и думал. Неужели потеряю его? Неужели 17 лет любви и заботы ничего не значат перед соблазном богатства и возможностей? Ночью не спал, слышал, как Данилка ворочается в своей комнате. Видно, и ему было не до сна. Утром он вышел к завтраку бледный, с красными глазами. «Дедушка», — сказал он, — «я хочу с ним встретиться еще раз. Поговорить нормально, без эмоций». «Конечно, мальчик. Звони». Игорь Валентинович приехал через час. На этот раз один, без свиты. Мы сели в гостиной, я заварил чай.
«Данила», — начал Игорь Валентинович, — «я хочу, чтобы ты знал правду. Всю правду». И он рассказал о том, как познакомился с матерью Данилки, молодой студенткой из неблагополучной семьи, как влюбился, планировал жениться, как получил предложение о работе в Америке и уехал на 2 года, думая, что она будет ждать. Когда вернулся, узнал, что она родила ребенка и куда-то дела его. Сказала, что не могла содержать, отдала в хорошие руки. Больше ничего говорить не хотела. А через год умерла. Наркотики. Несчастный случай. Данилка слушал. Бледнел. «Значит, мама умерла?» «Да, сын, к сожалению». «А почему она меня не хотела?» «Хотела. Просто не могла содержать. Жила в общежитии, денег не было, родители от нее отказались. Она думала, что так будет лучше для тебя. И поэтому принесла сюда, в наш сад. Видимо, знала, что здесь живет хороший человек, который не бросит ребенка». Данилка посмотрел на меня. «Значит, она специально выбрала дедушку?» «Похоже на то», — подтвердил Игорь Валентинович. Мы помолчали. Потом Данилка спросил: «А что вы можете мне предложить?» «Все. Лучшее образование в любой стране мира. Путешествия, знакомство с интересными людьми, работу в моей компании или поддержку любого дела, которым захочешь заниматься. Деньги, связи, возможности. А любовь?» Игорь Валентинович растерялся. «Как это? А любовь? Будете ли вы меня любить? Или просто содержать из чувства долга?» «Данила, ты мой сын! Конечно, я тебя люблю!» «А если я разочарую вас? Если окажусь не таким, каким вы мечтали? Если захочу быть не бизнесменом, а простым агрономом? Ты будешь тем, кем захочешь. А если захочу остаться в деревне?» Игорь Валентинович помолчал. «Тогда мне будет трудно понять тебя, но я приму любое твое решение. А дедушку навещать можно будет?» «Конечно. А если он заболеет, можно будет к нему приехать?» «Данила, ты же не маленький». «Конечно, можно». Данилка встал, прошелся по комнате. «Мне нужно еще время подумать». «Сколько времени?» — спросил Игорь Валентинович. «До завтра. Завтра вечером скажу окончательное решение». После ухода Игоря Валентиновича мы с Данилкой пошли в сад. Ноябрь. Деревья стоят голые. Но я все равно люблю эти прогулки. Здесь мне легче думается. «Данилка», — сказал я, — «хочу тебе кое-что сказать. Что бы ты ни решил, я буду тебя поддерживать. Поедешь с отцом, значит, так надо. Останешься со мной, буду рад. Главное, чтобы решение было твоим, а не чьим-то еще». «А что бы ты сделал на моем месте?» — спросил он. «Не знаю. Это очень сложный выбор. С одной стороны, соблазн большой, богатство, возможности, интересная жизнь. С другой стороны, здесь твой дом, твоя семья, твои корни. А ты не боишься остаться один?» «Конечно, боюсь», — думал я, — «ужасно боюсь». Но вслух сказал: «Боюсь, но еще больше боюсь, что ты будешь несчастлив». Данилка остановился около той самой яблони, под которой я его нашел. «Вот здесь я лежал?» — спросил он. «Здесь. Маленький, мокрый, голодный. Плакал так жалобно. А ты сразу понял, что возьмешь меня?» «Не сразу. Сначала испугался. Что я с младенцем делать буду?» А потом посмотрел в твои глазки и понял.
не смогу бросить. И не жалеешь? Ни минуты. Это лучшее, что случилось в моей жизни. Данилка обнял меня. И в моей тоже. Вечером к нам пришла Нина Степановна. Узнала о приезде Игоря Валентиновича, пришла поддержать. «Данилочка», — сказала она, — «что бы ты ни решил, помни, у тебя есть дом, где тебя всегда ждут. И дедушка, и я, мы — твоя семья. Я помню, бабушка Нина, и очень вас люблю. А этот человек, он хороший, кажется, хороший, но чужой пока что. Ну, чужой, не значит плохой. Может, и подружитесь?» Ночью я снова не спал, слушал, как Данилка ходит по своей комнате. Понимал, мучается, не может решить. А утром произошло то, чего я не ожидал. Утром Данилка встал рано, еще до рассвета. Я проснулся от звуков на кухне, спустился. Он сидел за столом с чашкой чая, смотрел в окно на темный сад. «Не спалось?» — спросил я. «Не спалось», — кивнул он. «Дедушка, сядь рядом. Хочу тебе что-то сказать». Я сел, заварил себе чай. Данилка молчал, подбирал слова. «Всю ночь думал», — начал он наконец. «Про жизнь, про выбор, про то, что правильно, а что нет. И понял одну вещь». «Какую?» «Счастье не в деньгах, не в возможностях. Не в том, где ты живешь и что имеешь. Счастье — это когда рядом люди, которые тебя любят, по-настоящему любят». Сердце мое забилось сильнее. «Данилка, дай досказать. Этот человек, Игорь Валентинович, он мой отец по крови. Не спорю. И он хороший человек, наверное, богатый, успешный, может много дать. Но любит он меня, как бы сказать, любовью разума, а не сердца. Понимаешь?» «Понимаю. А ты меня любишь просто так. Потому что я есть. Потому что 17 лет мы вместе. Потому что я твой мальчик, твой внук, твоя радость. Это другая любовь». Слезы подступили к горлу, но я сдержался. А еще я подумал про маму, про мою биологическую маму. Она ведь не просто так меня в саду оставила. Она выбрала место, выбрала человека. Она знала, что есть добрый дед Гриша, который не бросит ребенка. Значит, она хотела, чтобы я жил именно с тобой. Данилка. И последнее. Я посмотрел на наш дом, на наш сад, на эту деревню и понял, что это мой мир. Здесь моя душа, мои корни, мое сердце. Уеду в Москву, буду тосковать, буду богатым, но несчастным. Он встал, подошел ко мне, обнял. «Дедушка, я остаюсь с тобой навсегда». Я не смог сдержаться, заплакал. 17 лет назад, когда взял на руки крошечного младенца, я получил самый дорогой подарок в жизни. А сейчас этот подарок сам выбрал меня. «Данилка, мой внук, мальчик», — шептал я, прижимая его к себе. «Ты уверен? Может, еще подумаешь?» «Уверен. Абсолютно уверен». В этот момент к калитке подъехала знакомая машина. Игорь Валентинович приехал раньше назначенного времени. «Видно, тоже не спал», — сказал Данилка. «Пойдем, скажем ему». Мы вышли во двор. Игорь Валентинович шел к дому. Лицо у него было напряженное, усталое. «Данила», — сказал он, — «я не мог дождаться вечера. Скажи, какое решение принял?» Данилка выпрямился, посмотрел ему в глаза. «Я остаюсь здесь, с дедушкой.
Игорь Валентинович остановился как вкопанный. «Что? Данила, ты понимаешь, что делаешь? Я предлагаю тебе все. Весь мир у твоих ног». «Понимаю. И благодарен вам за предложение. Но мой мир здесь». «Но почему? Объясни мне». Данилка подумал, потом сказал. «А вы любите деньги?» Игорь Валентинович растерялся от неожиданного вопроса. «Не люблю. Деньги — это инструмент, средство для достижения целей. А дедушка любит яблони. Не потому, что они приносят доход. Просто любит. Гладит кору, разговаривает с ними, радуется, когда они цветут. Понимаете разницу?» «Нет, не понимаю». «А я понимаю. И хочу жить среди тех, кто умеет любить просто так, без выгоды, без расчета». Игорь Валентинович молчал долго. Потом тяжело вздохнул. «Данила, может быть, ты прав. Может быть, я действительно не умею любить так, как нужно. Но я твой отец. И хочу быть частью твоей жизни». «А я не против», — неожиданно сказал Данилка. «Приезжайте в гости. Познакомьтесь с нашей жизнью. Может быть, поймете, что богатство бывает разным». «Ты хочешь сказать?» «Хочу сказать, что у меня может быть два дома. Один здесь, с дедушкой, другой там, где вы. И две семьи, если вы не будете пытаться меня забрать силой». Я смотрел на своего мальчика и удивлялся его мудрости. В 17 лет он рассуждал глубже многих взрослых. Игорь Валентинович стоял, обдумывая предложение. «А если я куплю дом здесь, в вашей деревне?» — спросил он вдруг. «Буду приезжать на выходные, на каникулы. Мы сможем узнать друг друга лучше». «Это было бы здорово», — обрадовался Данилка. «Правда, дедушка?» Я кивнул. В глубине души был благодарен Игорю Валентиновичу за то, что он не стал настаивать, не стал отнимать у меня сына. «Тогда договорились», — сказал Игорь Валентинович. «Я найду здесь дом, буду приезжать. А ты... ты будешь учиться дальше?» «Конечно. В сельскохозяйственной академии. Хочу стать агрономом, как планировал». «А если понадобятся деньги на учебу, на что-то еще, обращайся. Я, твой отец, должен помогать». «Спасибо. Но пока справляемся». Игорь Валентинович протянул мне руку. «Григорий Петрович, похоже, нам придется делить сына». Я пожал его руку. «Не делить, любить вместе. Места в сердце хватит на всех». После его отъезда мы с Данилкой остались одни. Сидели на кухне, пили чай, молчали. Слов не нужно было. Все главное уже было сказано. «Дедушка», — нарушил молчание Данилка, — «а не жалко тебе, что я институт не в Москве буду заканчивать? Возможности упускаю». «Нет, не жалко. Главное, чтобы ты был счастлив. А счастье каждый находит свое. Я буду счастлив. Здесь, с тобой, с нашим садом». Вечером к нам пришла Нина Степановна. Узнала, что Данилка остается, прослезилась от радости. «Данилочка», — сказала она, — «ты правильно выбрал. Дом родной ничем не заменишь». А я и не сомневался, бабушка Нина. «А этот отец твой, он хороший?» «Хороший. Просто другой. Он привык все покупать, а мы привыкли все чувствовать». Нина Степановна кивнула. «Мудрые слова. Значит, не зря тебя дед воспитывал». Через неделю Данилка уехал доучиваться в институт. Проводил его спокойно. Теперь знал, что он вернется. Навсегда. А еще через месяц Игорь Валентинович действительно купил дом в нашей деревне. Старый дом Петра Семеновича, который после его смерти пустовал.
Приезжал теперь каждые выходные, постепенно обживался, знакомился с соседями. Сначала местные относились к нему настороженно. Богач из Москвы? Чего ему тут надо? Но постепенно привыкли. Игорь Валентинович оказался человеком простым в общении, не кичился богатством, помогал кому чем мог. Особенно сдружился он с Иваном Семеновичем, нашим участковым. Оказалось, оба любят рыбалку. Сидят теперь на речке, удочки закидывают, разговаривают о жизни. А с Данилкой они тоже постепенно сближались. Не как отец и сыном пока, а как старший друг с младшим. Игорь Валентинович рассказывал про свой бизнес, про поездки за границу, про большой мир. Данилка слушал с интересом, но без зависти. Его мир был здесь. Иногда Игорь Валентинович помогал нам в саду. Неумело, городскими руками, но старался. Данилка учил его обрезать ветки, прививать саженцы. «Вы знаете», — сказал как-то Игорь Валентинович, отирая пот со лба после работы, «я начинаю понимать, почему Данила выбрал эту жизнь. Здесь есть что-то особенное». «Есть», — согласился я. «Здесь есть покой и правда. А в городе покоя нет. В городе есть суета. А это разные вещи». К концу учебного года Игорь Валентинович окончательно обжился в деревне. Даже часть своего бизнеса сюда перенес. Оказалось, многие дела можно вести удаленно. «Знаете, Григорий Петрович, — сказал он мне как-то, — я всю жизнь искал счастье. В деньгах, в успехе, в признании. А оно, оказывается, в простых вещах. В том, чтобы с утра увидеть, как солнце встает над полем. В том, чтобы поговорить с соседом просто так, без деловой цели. В том, чтобы сын тебя уважал не за деньги, а за то, какой ты есть». «А Данилка вас уважает», — сказал я честно. «сначала побаивался, а теперь уважает. Видит, что вы меняетесь, становитесь ближе к земле». «Стараюсь. Хочу стать достойным отцом». И он действительно старался. Не навязывался Данилке, не требовал любви, просто был рядом. Постепенно между ними возникла настоящая близость. Данилка закончил 3-й курс с отличием. Приехал на каникулы веселый, повзрослевший, полный планов. «Дедушка», — сказал он, — «я хочу написать диплом про восстановление старых сортов яблок. Есть сорта, которые почти исчезли, а они очень ценные. Можно создать питомник, размножать их, продавать саженцы». «Интересная идея», — поддержал Игорь Валентинович. «Я могу помочь с финансированием, а я знаниями», — добавил я. «Кое-что помню от деда и отца». Так у нас появился семейный проект. Данилка изучал теорию в институте, я делился опытом, Игорь Валентинович обеспечивал деньгами. Заложили небольшой питомник, начали восстанавливать старые сорта. К концу лета у нас уже был готов бизнес-план. Данилка защитил преддипломную практику на отлично, получил рекомендацию на аспирантуру. «Может, все-таки в Москву поступишь?» — спросил Игорь Валентинович. «В Тимирязевскую академию, например». «Нет», — твердо ответил Данилка. «Буду учиться в Туле, ближе к дому». И я понял. Он действительно выбрал эту землю навсегда. Не из жалости ко мне, не из-за страха перед большим миром, а по любви. По настоящей, глубокой любви к родным местам. Осенью Данилка поступил в аспирантуру. Тему диссертации утвердили «Восстановление и селекция забытых сортов яблони в условиях средней полосы России». Научный руководитель сказал, что работа перспективная,
может иметь большое практическое значение. А тем временем наш питомник развивался. Игорь Валентинович оказался не только хорошим финансистом, но и толковым организатором. Наладил связи с садоводческими хозяйствами, договорился о поставках саженцев, даже выставку организовал на сельскохозяйственной ярмарке в области. «Знаете, — сказал он мне как-то, возвращаясь с очередной поездки по делам, — я никогда не думал, что работа может приносить такое удовольствие. Не прибыль, а именно удовольствие». «А какое удовольствие?» «Удовольствие от того, что делаешь нужное дело. Что восстанавливаешь то, что почти исчезло. Что сохраняешь для потомков». «Это называется смыслом жизни», — улыбнулся я. «Наверное, да. Я его долго искал, а он оказался совсем рядом. К зиме у нас сложилась настоящая семья. Странная, необычная, но настоящая. Я, дедушка и воспитатель, Игорь Валентинович, отец и деловой партнер, Данилка, сын и внук, одновременно связующее звено между нами. По вечерам мы сидели на кухне, пили чай, обсуждали планы. Игорь Валентинович рассказывал про переговоры с заказчиками. Я делился опытом работы с землей. Данилка сообщал новости из института. «А знаете, что я понял?» — сказал как-то Данилка. «Семья — это не обязательно люди одной крови. Семья — это люди, которые идут в одном направлении, поддерживают друг друга, делят радости и печали». «Правильно понял», — кивнул Игорь Валентинович. «Я думал, что семья — это наследование денег и традиций, а оказывается, семья — это наследование любви и мудрости». «У нас и то, и другое есть», — засмеялся я. «И деньги твои, Игорь Валентинович, и мудрость моя, и любовь у всех троих». Нина Степановна, которая часто к нам заходила, одобряла наш семейный союз. «Вот как хорошо получилось. Данилочка и отца нашел, и дедушку не потерял, и все довольны. А главное, — добавлял я, — все на своих местах. Никого не принуждали, никого не ломали, сами разобрались как лучше». Весной случилось событие, которое окончательно сплотило нашу семью. Я сильно заболел, сердечный приступ, чуть не умер. Лежал в больнице между жизнью и смертью, а Данилка и Игорь Валентинович дежурили у моей постели по очереди. Когда я пришел в сознание, увидел их рядом, усталых, измученных от переживаний. «Дедушка», — прошептал Данилка, хватая меня за руку, — «ты живой?» «Живой», — ответил я слабо, — «пока живой». «Григорий Петрович», — сказал Игорь Валентинович, — «мы так испугались. Думали, потеряем вас?» «Не потеряете. Не так просто меня потерять. Но я понимал, времени у меня остается немного. И хотел успеть сказать самое главное. «Данилка», — позвал я его ближе, — «хочу, чтоб ты знал. Эти 17 лет с тобой стали лучшими в моей жизни. Ты дал мне больше радости, чем я мог мечтать. И ты мне, дедушка. А ты, Игорь Валентинович, — повернулся я к нему, — спасибо, что не отнял у меня сына. Спасибо, что понял. Спасибо вам, что не отдали. И что научили меня понимать, что действительно важно в жизни. Домой меня выписали слабого, но живого. Доктор предупредил. Нагрузки исключить, покой, таблетки, регулярное наблюдение. Данилка взял академический отпуск, остался со мной. Игорь Валентинович перевел весь свой бизнес на удаленную работу. Ухаживали за мной, как за ребенком. «Не надо, — говорил я им, — своей жизнью живите. Я не маленький». «А мы не хотим без вас жить», — отвечал Данилка. «Какая жизнь без дедушки?
К осени я окреп, встал на ноги. Врач сказал, что опасность миновала, но осторожность соблюдать нужно. Данилка вернулся к учебе, но теперь приезжал каждые выходные. Игорь Валентинович тоже не покидал деревню надолго. Питомник развивался, заказов прибавлялось, дело шло в гору. «А знаете, — сказал мне как-то Игорь Валентинович, — я думаю переехать сюда совсем. Продать московскую квартиру, остаться в деревне». «Серьезно?» «Серьезно. Здесь я чувствую себя живым. А в Москве как робот какой-то, запрограммированный на зарабатывание денег. А дела? Дела можно вести отсюда. Современные технологии позволяют. А что нельзя, доверю партнерам». И он действительно переехал. Московскую квартиру продал, деньги вложил в развитие питомника. Стал полноценным жителем нашей Березовки. Соседи его приняли как своего. Мария Васильевна даже сватать стала. «Игорь Валентинович, а что это вы холостяком остаетесь? Хороший мужчина, обеспеченный, добрый. Вон Светлана Петровна вдовеет уже 3-й год, женщина хозяйственная». Игорь Валентинович смущался. «Мария Васильевна, мне уж за 50. Поздно семьи создавать». «Да что вы, самое время. Данила скоро сам жениться будет, внуков нарожает». «А вы что, один останетесь?» И правда, Данилка к этому времени уже присматривался к девчатам. Особенно ему нравилась Анечка Соколова, дочка нашей бывшей воспитательницы. Девочка умная, красивая, тоже в сельскохозяйственном училась, только на зооинженера. «Дедушка», — сказал мне как-то Данилка краснея, — «а как ты думаешь, на Ане стоит жениться?» «А ты ее любишь?» «Люблю». «А она тебя?» «Кажется, тоже любит». «Тогда женись. Чего ждать?» «А не рано еще? Мне только 20. Твоей бабушке Валентине было 18, когда мы поженились. Прожили душа в душу 30 лет. Дело не в возрасте, а в чувствах». Данилка женился на Ане в июне, после окончания 4-го курса. Свадьбу играли в нашем саду, под яблонями. Половина области приехала. Так за эти годы разрослись наши связи, так много друзей появилось. Игорь Валентинович был свидетелем со стороны жениха. Я — дедушкой Тамадой. Нина Степановна пекла торт, соседи накрывали столы. «Данилочка», — говорила в своем поздравлении Людмила Ивановна, бывшая воспитательница и теперь свекровь, «я рада, что моя дочка выходит за такого хорошего мальчика. Вы созданы друг для друга». «А я рад», — отвечал Данилка, обнимая молодую жену, «что нашел человека, который понимает мою любовь к земле, к саду, к этим местам». Аня действительно полюбила наш дом, наш сад, нашу семью, переехала к нам, помогала в хозяйстве, училась садоводству. Оказалось, у нее золотые руки, все, за что не возьмется, получается. А через год родился правнук. Маленький Гришка, в честь меня назвали. Когда Данилка принес мне его на руки, я заплакал от счастья. «Вот он, продолжение рода», — сказал я, глядя на крошечное личико. «Вот кому передавать наш сад». «Передавать будешь сам», — засмеялся Данилка. «Еще лет 20 проживешь. Еще одного правнука понянчишь». Дай бог, дай бог. Игорь Валентинович тоже был в восторге от внука. Покупал ему игрушки, коляски, кроватки. А главное, возился с ним, как настоящий дедушка. «Знаете», — сказал он мне, когда мы сидели на веранде, наблюдая, как Гришка делает первые шаги по двору, «я понял, зачем живу. Не для денег, не для успеха. Для вот этого, чтобы видеть, как растет новое поколение».
«А еще для чего?» — просил я. «Чтобы передавать знания, опыт, мудрость, чтобы сохранять то хорошее, что есть в мире, чтобы оставить после себя не только деньги, но и дела, и людей, которые продолжат эти дела». Питомник наш к этому времени стал известен далеко за пределами области. Данилка защитил диссертацию, получил степень кандидата сельскохозяйственных наук. Анечка тоже закончила институт, стала заниматься разведением кроликов. Решили дополнить растениеводство животноводством. Дела шли хорошо, семья крепла, дом наполнялся детским смехом. А я старел, но не горевал об этом. Жизнь была прожита не зря. Я спас одного маленького мальчика, а он спас меня. Дал мне смысл, радость, семью. Иногда, сидя вечером в саду, я думал о том, что будет, когда меня не станет. И понимал, будет хорошо. Данилка продолжит дело, Анечка поможет ему. Гришка вырастет в любви и заботе. Игорь Валентинович будет мудрым дедушкой, который умеет и деньги зарабатывать, и душу питать. Круг замкнулся. 17 лет назад я дал приют брошенному младенцу. Теперь этот младенец, ставший взрослым мужчиной, дает приют мне, старику. И так будет всегда. Поколения сменяют друг друга. Но любовь остается. Мой Данила, мое сердце, мое счастье, мой смысл жизни. Что еще нужно человеку для полного счастья? Эпилог. Прошло еще 5 лет. Мне исполнилось 87, но держусь пока. Данилка с Аней построили новый дом рядом со старым, но я остался в своем. Здесь каждая доска пропитана воспоминаниями. Гришка подрос, стал настоящим сорванцом. Бегает по саду, изучает деревья, задает бесконечные вопросы. Совсем как его папа в детстве. «Прадедушка?» — спрашивает он. «А почему яблоки красные?» «Потому что солнышко их покрасило», — отвечаю, как когда-то отвечал Данилке. «А почему солнышко красной краской красило, а не синей?» «А потому что красивее получается». Он кивает, соглашается. Пока что ему достаточно таких объяснений. Питомник наш теперь известен по всей России. Приезжают студенты на практику, ученые на стажировку. Садоводы за саженцами. Данилка стал настоящим специалистом, пишет статьи в научные журналы, выступает на конференциях. Игорь Валентинович так и не женился 2-й раз, но не жалеет. Говорит, у него есть семья, сын, невестка, внук. Да и я, как отец, стал. Чего еще нужно? А недавно он принял решение, которое меня очень порадовало. Решил завещать все свое состояние не каким-то благотворительным фондом, а нашему питомнику, чтобы дело развивалось, чтобы старые сорта не исчезали, чтобы Гришка и его дети могли продолжать традицию. «Это будет мой памятник», — сказал он. «Не из мрамора, а из живых деревьев». Нина Степановна тоже постарела, но все еще бодра. По-прежнему приходит к нам каждый день, помогает с хозяйством, нянчится с Гришкой. Стала для нас всех настоящей бабушкой. «Григорий Петрович», — говорит она мне, — «а помните, как я вас тогда уговаривала взять младенца? Говорила, что это судьба». «Помню». Вот видите, какая судьба получилась? Хорошая судьба. И правда хорошая. Самая лучшая, о какой только можно мечтать. Иногда вечером, когда вся семья собирается на веранде, я смотрю на них и думаю, вот оно, чудо. Один найденный младенец превратился в целую семью, в дело, в смысл жизни для нескольких поколений.
А потом беру Гришку на руки, иду с ним в сад, к той самой яблоне, под которой когда-то нашел его папу. «Видишь, Гришенька, — говорю ему, — эта яблонька особенная. Она исполняет желание». «Правда, прадедушка?» «Правда. Главное, чтобы желания были добрые. А какие желания добрые? Чтобы все были здоровы и счастливы, чтобы семья была крепкая, чтобы дело хорошее продолжалось». Гришка серьезно кивает, запоминает. А я думаю, вот и новое поколение растет. Скоро Данилка будет рассказывать ему историю о том, как нашли его папу под яблоней. А потом Гришка своим детям расскажет. И так дальше. Из поколения в поколение. История о том, что семья — это не кровь, а любовь. Что счастье не в богатстве, а в близости. Что дом — это не стены, а люди, которые в нем живут. Моя история. История моего Данилы. История нашей семьи.